Прапорщик Российской императорской армии, участник Первой мировой войны, обладатель множества наград, Бексултан Хазботович Бекмурзиев своей жизнью показал, что в ней есть место подвигу. В любое сражение он шел в первых рядах, бился отчаянно и, казалось, страх был ему неведом. Родился Бексултан Бекмурзиев в 1878 году в селе Базоркино. Свой боевой путь он начал в 1914 году на полях сражений Первой мировой войны. Его первая должность и звание было всадником. Затем Бексултан Хазботович быстро начал подниматься по служебной лестнице. Младший урядник, старший урядник, вахмистр, а затем уже и прапорщик. Он был удостоен многих высоких наград. За свой боевой путь он получил 5 орденов Святого Георгия и 2 ордена Святой Анны 3 и 4 степени. Он является полным георгиевским кавалером, и его заслуги отмечены в наградных листах. Бексултан Бекбузаров участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве в 1916 году, где показал себя как смелый и отважный офицер. Он получил все 4 степени, а 2 степень он получил дважды. Описываются его боевые подвиги, как во время наступления группа бойцов была окружена, его смелые действия позволили выйти из окружения. За это он получил свой первый орден 4 степени в 1915 году. Также описывается его смелость во время перехода через Днестр. Там он также был в числе первых тех, кто наступал на передовые части врага. В 1944 году Бексултан Хазботович был депортирован в Казахстан вместе со всем ингушским народом, где и умер в 1945 на 67 году жизни. Документы на прапорщика Российской императорской армии Бексултана Бекмурзиева хранятся в Музее краеведения имени Тукана Мальсагова. У нас есть огромная папка, в которой есть очень много материалов о его подвигах, очень много газетных вырезок, также есть распечатки списков частей, где он упоминается вместе с другими нашими земляками, и наградные листы за его награды. Стоит отметить то, что ордена Святой Анны он получил в конце войны. Даты его наградных листов датируются до 1916 года. Скорее всего, он в тот год и демобилизовался. Бексултан Хазботович всю свою жизнь верой и правдой служил стране. И сегодня, спустя столетия, он может для нас, живущих в 21 веке, стать примером мужества и отваги.